эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. Более 80 человек в Якутии заболели новой коронавирусной инфекцией за минувшие сутки. Когда и при каких условиях в Якутске могут снять ограничительные меры? Для поголовья крупного рогатого скота началась сытная пора. Хозяйства Амгинского района переходят на летнее пастбищное содержание. Последний звонок онлайн. С праздником выпускников поздравил глава Якутии Айсан Николаев, что пожелал руководитель региона. 81 новый случай заражения коронавирусной инфекцией выявили в Якутии за минувшие сутки. Об этом сообщил глава региона Айсан Николаев в ходе брифинга по эпидситуации. Так, в Якутске зафиксировали 56 новых случаев заражения COVID-19. В Алдане 12, 4 в Мирном, по 3 новых случаях в Намском и Мегино-Кангаласском районах, 2 в Ленском районе и 1 в Татинском. Все заболевшие госпитализируются, их контакты выявляются и изолируются. После полного выздоровления от коронавируса из больниц выписали 12 человек, 10 человек в тяжелом состоянии в Якутске. На амбулаторном лечении находится 313 человек, все они переносят заболевание бессимптомно. Глава Якутии еще раз напомнил о том, что необходимо соблюдать ограничительные меры. Также необходимо еще раз напомнить руководителям всех учреждений, предприятий города о персональной ответственности за соблюдение санитарно-эпидемиологического режима на территориях именно этих учреждений и предприятий. Потому что, к сожалению, мы видим, что большинство случаев это все-таки нарушение именно вот этих мер безопасности, которые уже сегодня предписаны, ограничительных мер, приводят к таким на самом деле плохим последствиям в целом для жителей города Якутска. В результате этого мы можем точно сказать, что по городу Якутску ограничительные меры никоим образом они не могут быть сейчас сняты. Мы будем рассматривать их вопрос их снятия уже только после того, как ситуация эпидемическая по городу Якутску начнет улучшаться. 4 природных пожара возникло за сутки в Якутии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по региону. 6 природных пожаров удалось потушить. По оперативным данным авиалесоохраны на сегодня в республике действуют 11 пожаров. Их общая площадь составляет 859 гектаров. Чтобы не допустить новых случаев, проводятся регулярные рейды. С начала пожароопасного сезона к административной ответственности привлечено более 70 человек. Теперь о том, какая ситуация складывается на реках Якутии. В целом паводковая обстановка развивается в соответствии с прогнозом. Сейчас основное внимание сосредоточено на обстановке в бассейне реки Колыма. Угрозы для населенных пунктов и объектов экономики нет. Активная фаза ледохода на реке Лена проходит по территории Булунского и Жиганского районов. Нижняя кромка ледохода наблюдается у села Сиктях, а верхняя кромка в 50 километрах выше села Джарджан. На реке Колыма ледоход проходит по территории Нижнеколымского района. Нижняя кромка ледохода наблюдается у поселка Черский. Уровень воды 260 сантиметров. Верхняя кромка в 60 километрах выше поселка Черский. На реке Оленек активная фаза ледохода проходит по территории Оленекского и Булунского районов. На реке Яна по территории Устьянского района. На реке Индыгирка по территории Абыйского района. Сегодня МЧС совершит облет в районе Среднеколымска в целях мониторинга паводковой обстановки. Хозяйства Амгинского района переходят на летнее пастбищное содержание, а это значит, что для поголовья крупного рогатого скота началась прекрасная и сытная пора. Амгинский район входит в тройку лидеров по количеству летних ферм. В этом году из 10 наслегов 59 хозяйств перейдут на летние фермы. Также район уже на 16% выполнил план по сдаче молока. К слову, таких результатов помогает достичь республиканская программа «Саилык». Грант на сумму 4,5 миллиона рублей получили хозяйства имени Тимофея Лукина и Кескил. Ранее субсидии получили еще 2 хозяйства. В Амгинском лусе зимовка скота и лошадей прошла устойчиво. В данный момент хозяйство наше приезжает Саилка, летники. В данный момент перешли на хозяйство Саилка 2341 голов, в том числе коров 1261, молодняк 1080,
А также в конце этого месяца приезжает телята и некоторые хозяйства. В общем, 70% Амгинском улусе на Саилка вышли. Выпускники школ республики сегодня отмечают последний звонок. В этом году в регионе со школами прощаются почти 8 тысяч выпускников 11 классов. Более 12 тысяч учащихся закончат основную школу 9 классы. По понятной причине большая часть мероприятий последнего звонка пройдет в онлайн-режиме. Так, НВК «Саха» в прямом эфире 31 мая проведет онлайн-выпускной для учащихся 11 классов школ республики. Выпускников ожидает марафон видео поздравлений учеников, классных руководителей, директоров школ. Для участия каждому классу нужно снять видео с рассказом о своем классе, планах на будущее, памятных моментах или пожелания другим выпускникам. Видео нужно отправить до 27 мая на электронный адрес, который вы сейчас видите на своих экранах. Всегда будет те близкие. С праздником выпускников школ поздравил глава Якутии Айсан Николаев. Он пожелал ребятам успешно сдать все экзамены, освоить выбранные профессии и стать настоящими профессионалами. Вы прошли серьезный отрезок жизненного пути. Впереди дорога к новым вершинам. Удачно сдавайте экзамены, осваивайте выбранные профессии и становитесь профессионалами своего дела. Перед вами открываются большие перспективы и возможности. Как глава Якутии, я хотел бы пожелать, чтобы, получив новые профессии, вы в дальнейшем реализовались как профессионалы здесь, в родной республике, помогая развитию и процветанию нашей Якутии, Дальнего Востока и всей страны. Между тем, абитуриенты могут пополнить ряды студентов одного из самых знаменитых театральных вузов в России. В приемной комиссии говорят, сделать это не так уж и сложно. Как подать заявку, расскажет наш корреспондент Александр Хавренко. У выпускников 11 классов, оканчивающих школу в этом году, есть уникальный шанс стать студентами одного из самых престижных театральных вузов страны – театрального училища имени Бориса Щукина. И вот сейчас у нас есть несколько целевых мест, а это означает, что обучение будет совершенно бесплатным. Представляете, какая уникальная возможность есть у вас. Если вы выпускники 2018, 2019 или 2020 года, у вас есть результаты ЕГЭ или будут результаты ЕГЭ по литературе и русскому, то вам выпал огромный шанс, которым непременно нужно воспользоваться. Для того, чтобы стать студентом вуза, не обязательно выезжать в Москву, проходить экзамены перед строгой комиссией. В этом году из-за сложной ситуации с распространением коронавируса поступление в вуз сделали максимально комфортным и безопасным. Нужно просто записать свою видеовизитку, отправить ее по указанному адресу и ждать результата. Если вы подходите по всем параметрам, то дальнейшие ваши действия, это вы записываете свою творческую программу на видео и отсылаете уже непосредственно в сам театральный вуз. И вот так вот, достаточно просто, без лишней нервотрепки, без стресса, без чувства конкуренции вы можете стать студентом театрального института. И еще один немаловажный момент. После окончания вуза вам не придется самостоятельно искать работу, рассылая резюме по театрам. Дорогие друзья, вы действительно можете осуществить свою мечту. И этим летом уже поступить в театральный институт имени Бориса Щукина в Москве, по окончании которого вы сможете пополнить труппу Государственного академического русского театра имени Александра Сергеевича Пушкина в Якутске. Всю информацию о целевом наборе вы сможете найти на нашем официальном сайте театра grdt.rf. Шанс действительно уникальный и предоставляется не каждый год. Поэтому, если вы решили связать свою жизнь с театром и стать актером или актрисой, то поспешите им воспользоваться. Необыкновенный подарок для Якутии сделали в далекой Болгарии. Накануне там прошел национальный праздник – День болгарского просвещения, культуры и славянской письменности. В старинном городе Плиска, первой столице Болгарии, в 2015 году был открыт единственный в мире музей, посвященный азбуке, созданной братьями Кириллом и Мефодием, двор кириллицы. Ежегодно там проходят праздничные мероприятия, посвященные славянской культуре и первому алфавиту. И буквально вчера огонь знаний, зажженный на мероприятии, был официально передан основателем музея Кареном
Алексаняном в далекую Якутию. К слову, в музее очень чтят память Алексея Кулаковского, там даже есть его бюст и уже давно поддерживают дружескую связь с нашей республикой. Огонь знаний прибудет в Якутию, правда, с оговоркой на пандемию. Однако при первой возможности, пообещали организаторы праздника, его доставят на якутскую землю. Здравствуйте, дорогие мои далекие по географии, а близкие к сердцу друзья из Якутии. Поздравляю вас с нашим общим праздником. Сегодня в Болгарии самый большой праздник, самый светлый и духовный наш праздник. День святых Кирилла и Мефодия и День кириллицы, день нашего алфавита, нашей духовности. А на кириллице пишут столько много народов. Вы тоже на кириллице пишете, и это для нас очень дорогое. Музей «Двор кириллицы», единственный в мире музей, посвященном священной азбуке, мы зажгли в торжественной обстановке лампу «Огонь знаний», которые мы передадим нашему братскому якутскому народу. Поздравляю вас с праздником, желаю счастья и всех благ. Телеканалы «Якутия-24» и НВК «Саха-HD» теперь доступны для жителей нашей республики в онлайн-ресурсе «Винг». Это цифровой сервис от Ростелекома, который объединяет все преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра. При оформлении подписки становятся доступны более 260 телеканалов и 25 тысяч фильмов и сериалов в высоком разрешении. С помощью «Винг» жители Якутии смогут смотреть свои любимые телепередачи или информационные новости не только дома через телевизор, но и с помощью телефона из любой точки республики, где есть устойчивый канал связи. К этой минуте у меня пока вся информация. Еще больше новостей на наших официальных сайтах yak24.ru и nvk-online.ru. Не переключайтесь.